тренажеры, вот я здесь фотографию поставила, вот такие мячики, а насколько они хорошо, то есть насколько они помогают ребенку почувствовать руку для письма, вот эту моторику, и как часто пользоваться подобным тренажером. Смотрите, вот мы говорили ранее о том, что может быть гипертонус и гипотонус, да? Мгм. Хорошо эти мячики использовать, если гипертонус, для того, чтобы немножечко мышцы руки ослабить после письма. Пописали, мячик Мгм. покатали, ручки расслабили немножечко, почувствовали, они отдохнули. Хорошо. Если гипотонус, то есть мышцы руки, наоборот, слабые, то мы это используем, например, в начале выполнения заданий. Мы покатали, мы почувствовали свои ручки, мы помяли. Вот они, то есть чтобы понимать, как нам нужно захватить, как нам нужно удержать и так далее. Наоборот, для развития, скажем, укрепления мышц вот этой руки и кисти. Мгм. Мгм.